Усім прывітанне, з вами ізноў Кузьміцер Лукашук, і мы, нягледзячы ні на што, працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. А сённяшняе абмеркаванне мы распачнем з каардынатаркай Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і заснавальніцай некамерцыйнай арганізацыі «Сумленныя людзі» Аленай Жываглот. Добрый дзень, спадарыня Алена. Добрый день. Апошнім таким, ну не апошнім не вельмі добрае слово, скажем так, крайнім пачынаннем, ініцыятывай, у тым ліку і, наколькі я разумею, і Народнага антыкрызіснага ўпраўлення стала кампанія «Народная Конституция». Давайте з самага пачатку. Чаму ўзнікла патрэба распачаць гэтую кампанію, што яна сябе ўключае, і няўжо нам патрэбна яшчэ одна конституция, ну ці вариант конституции? Смотрите, во-первых, кампания по обсуждению Конституции, для того, чтобы Конституция реально была народной, необходимо факт. То есть белорусы должны разобраться в вопросе того, что есть Конституция теперешняя, сегодняшняя, да, какие реально планы и сценарии может провернуть Лукашенко, и почему важно включиться в это общее дело, почему оно должно быть общим, да, и почему Конституция должна быть народная. Никто за нас не должен решать. Поэтому мы инициировали вот эту кампанию, мы, сообщество «Честные люди», взяв проект Общественно-конституционной комиссии, проект Конституции, и предложив белорусам поучаствовать в обсуждении, это во-первых. Во-вторых, направить свои обращения в Конституционную комиссию. Ну и далее развиваем кампанию для того, чтобы регистрировать инициативную группу в зависимости от сценариев, да, как поведет себя власть. И что важно, чтобы к моменту референдума, который запланирован нелегитимной властью, мы не выбирали между Конституцией, которая сейчас в Республике Беларусь, и той Конституцией, которую предложит режим Лукашенко. По большому счету выбор между плохим и очень плохим, и Лукашенко будет в выигрыше. Вот к этому мы готовим народ, чтобы к моменту, к референдуму, на референдум попала в рассмотрение наша Конституция народная. Вот, и поэтому это большая кампания, здесь много, наверное, образовательных моментов в том числе. Мы объединили уже усилия и продолжаем, и, надеюсь, наберем обороты, вовлечем максимальное количество белорусов в этот процесс обсуждения, внесения корректировок, чтобы это действительно стало народным продуктом, этот проект Конституции. Начали мы вокруг проекта Общественно-конституционной комиссии. «Честные люди», Народное антикризисное управление, кабинет Светланы Тихановской, Координационный совет вот инициировали эту кампанию. Спадарня Алена, два пытання ўзнікаюць адразу з вашага гэтага адказу. Гэта першае. Можа быць, я просто не зусім зразумеў, але наколькі я ведаю, яшчэ колькі месяцаў таму адпаведная камісія пад кіраўніцтвам Анатолія Лебедзька для штаба Светланы Тихановскай падрыхтавала свой праект новай Конституцыі. Тое, што вы зараз прапаноўваеце, гэта працяг абмеркавання гэтага праекта, ці гэта новы праект? А калі гэта новы праект, то навошта нам два новых праекта Конституцыі, так бы мовіць, Светланы Тихановскай і вось зараз гэтай супольнай кампаніі? Это все тот же проект. Анатолий Лебедько возглавляет Общественно-конституционную комиссию. Может быть, некорректное слово «возглавляет», а является лидером или там, представителем. Мы говорим о все том же проекте. Было первое прочтение, и сейчас прошло второе прочтение, и мы предложили белорусам вовлечься, в широком смысле вовлечься в обсуждение проекта Конституции. Это действительно не сырой проект, это грамотный, хороший продукт, который мы предлагаем белорусам осмыслить, прочитать, предложить свои мысли на этот счет. Мы лишь продолжаем эту деятельность. Что мы пытаемся сделать? Пытаемся вовлечь белорусов и препятствовать сценарию Лукашенко. Если говорить о самом проекте Конституции, как таковой, как продукта, да, это ровно тот же проект Конституции, о котором месяц и даже ранее говорила то, о чем вы говорите, группа Лебедько, да, это и есть Общественно-конституционная комиссия, которая принадлежит офису Светланы Тихановской, да, структуре.
Добра, другое пытанне, якое вот мяне ўзнікла, я крыху прытармажу, тому что ваш адказ нарадзіў яшчэ одно пытанне. А вы вот гэты проект, ну, умоўна лябедзькаўскай групы, ці там, скажем, умоўны гэты проект вывучалі, самі ім цікавіліся, і мяне нават больш цікавіць тыя меркаванні, якія эксперты выказывалі у дачыненні да гэтага проекта. Вы іх бачылі? Да прыкладу, каментарый быў у нас адпаведны нават цэлы эфир былым суддзёй Конституцыйнага суда Михаилом Пастуховым. Вот вы слухали яго ацэнку гэтага проекта Конституции? Пастухова, безусловно, слушали, и, наверное, таким образом, первое, читала, да, безусловно, да, то, о чем мы говорим. Это нам власть навязывает, что это сложно, да, документ прочитывать большой. Мы пытаемся бороться с этим барьером. Скажу таким образом, наверное. На текущий момент кажется, что это наиболее проработанный и готовый для обсуждения проект. Мы ни в коем случае не говорим сейчас о том, что вот такой проект Конституции должен быть вынесен на референдум. Мы говорим о том, что, дорогие белорусы, давайте объединимся, обсудим и примем решение о том, как должна выглядеть Конституция. Это вообще не означает, что ровно в таком виде, как Общественная конституционная комиссия равно группа Лебедька, да, как вы говорите, этот проект ровно в таком виде попадет на референдум. Абсолютно нет. Мы говорим о том, что мы открыты к обсуждению. Наша задача сообщества «Честные люди» и всех объединенных демсил быть вместе и принять совместное решение о том, какая Конституция должна быть. Я бы хотела максимально донести мысль до максимально широкого круга людей и всех белорусов, что речь не идет о конкуренции проектов. Абсолютно нет. Я могу сказать, что я лично не со всеми положениями Конституции сейчас в этом виде согласна. Абсолютно нет. И я не фокусируюсь на том, что это хорошо либо плохо. Я точно так же, как и все граждане, вношу свои предложения и предлагаю экспертам обсудить. Отдельные спорные моменты мы будем выносить на голосование. Спорные моменты, которые проявляются в процессе дискуссии, в процессе комментирования просто в социальных сетях, в процессе экспертных обсуждений. И после этого проект будет дорабатываться и в таком, условно, финальном виде предложен белорусам. То есть сейчас идет обсуждение. Это здорово, что есть альтернативные мнения, и я уважаю позицию Пастухова, и в некоторых моментах там, с отдельными положениями, статьями согласна. И это хорошо, что идет дискуссия. Что бы мне не хотелось, чтобы происходило, чтобы мы внутри страны, да, белорусы, начали оперировать понятиями «мой», «не мой проект», и конкурировать в разрезе, типа, чей проект Конституции лучший. Это не так. Сейчас фокус должен быть на том, чтобы мы все вовлеклись в это действие и приняли решение, мы, белорусы, какой должна быть Конституция. Фундаментальный проект, основательный. И это не должно быть акцентом на том, что хорошо, что плохо, а как должно быть. Давайте вместе решим. Вот, поэтому, да, безусловно, я слышала эти комментарии. Более того, мы сами инициировали дискуссию, одну, вторую, третью, такую, скажем, не экспертную, наверное, да, а люди, то, как они понимают, зачем Конституция должна быть. Многие высказываются по отдельным позициям, что не согласны, и это здорово, и это возможность для экспертов Общественно-конституционной комиссии услышать мнение народа. Ну, для тых, хто, можа быць, не бачыў гэтага нашага даўняга эфира с Михаилом Пастуховым, я коротко адным сказам перакажу яго ацэнку. По меркаванню Михаила Пастухова распрацаваная, ну, умоўна, скажем, группой Анатолия Лебедька новая Конституция, гэта тая ж самая Конституция Лукашенко 96-го года, але ў профиль. Тым не менш, я вот да каментароў. Иван Петров піша: на жаль, большасць людзей успрымаюць Конституцию як нейкую абстрактную дэкларацыю. Яны не бачаць у ёй канкрэтнай пользы. Вы згодныя з гэтым? Значит, я, наверное, со старта, может быть, чуть-чуть даже выписала себе такие простым языком. В моей интерпретации это будет точно простым языком, да, потому что я не эксперт в области конституционного права, и действительно лучше слушать там Пастухова и Лебедька в глубоких дискуссиях, экспертные обсуждения. Почему это не проект 94-го года, и почему это не текущий проект, или с чем сравнили, что это то же самое, что сейчас сделал Лукашенко, да, только сбоку. Не согласна.
с этим тезисом, и это не мнение, это факты, это некорректная трактовка. По отличиям, наверное, можно пройтись так, чтобы не оперировать, кто прав, кто не прав, а посмотреть на факты. Первый момент — про должность президента сохраняется, которая для системы сдержек и противовесов. В Новой Беларуси не должно быть возможности узурпации власти. Это абсолютно точно все понимают. Ни президентом, ни министром, ни парламентским большинством. Вот с этой проблемой мы начинаем бороться, да, и проект Конституции предполагает это. То есть можно вообще сказать, что в проекте прослеживается идея парламентско-президентской республики, где роль государства — обеспечивать среду для свободного развития человека и общества, а не создавать структуру для тотального контроля страны. Вот, наверное, это так мы называем текущую версию Конституции Лукашенко. Да? Про отличия, возвращаясь к списку. Президент избавляется от права законодательной власти. И прощайте драконовские законы, декреты, имеющие силу законов. Это тоже, наверное, существенное, важное отличие. Президент может лишь предлагать, я говорю сейчас о том проекте Конституции народной, да, который предложен к обсуждению. Да, и опять-таки могут вноситься корректировки сюда. И вот здесь президент может лишь предлагать кандидатуру премьера, но ее должен утвердить парламент. То есть кабинет министров формируется премьер-министром, а не президентом. Ну и, вероятно, это не все отличия, да, ключевые такие от действующей Конституции. Поэтому у меня большое желание и призыв к белорусам прочитать этот документ, разобраться с тем, как работает Конституция сегодня. Нам власть навязывает вот эти барьеры, что это что-то сложное, что разобраться не эксперту в Конституции невероятно сложно. И здесь... Вот вы приводите пример дискуссии с Пастуховым. Хотелось бы все меньше ситуаций, при которых люди подхватывают тезис, вывод чей-то, но не приходят к этой истине сами. Да? Пока мы не поймем, что мы, народ, есть источник власти, мы сами прописываем эти правила, мы должны в них разобраться, чтобы играть по общим правилам с государством. Мы будем продолжать подхватывать чьи-то тезисы, чьи-то суждения, а не разбираться в фактологии. Вот. Мой призыв, конечно, перечитать Конституцию действующую, тот проект, который предлагается к обсуждению, и сделать свои собственные выводы. Иначе мы будем принимать на веру то, чем многие занимались 27 лет, да, то, что там предлагается. Ну что ж, калі я не памыляюся, нават у адпаведнасці з дзеючай, ну нібыта дзеючай канстытуцыяй, прэзідэнт краіны уносіць на разгляд парламента кандыдатуры прэм'ер-міністра, і парламент можа яго зацвердзіць, а можа не зацвердзіць. Ну і тут ўсё залежыць ад таго, што сябе ўяўляе парламент. Ці ён ўсё ж такі думае, ці ён просто выконвае там функцыю падняцця рук. Я вот яшчэ тое пытанне, якое хацеў вам задаць, і пра яго шмат хто зараз пытаецца ў каментарах. Як вы сабе ўяўляеце гэты працэс? Вот прызначаны рэферэндум. Вот вынесены праекты, распрацаваны для Лукашэнкі там афіцыйнымі распрацоўшчыкамі. І проект народной конституции. Як вы хочаце, вы сказали, каб у людзей быў выбор і яны маглі прагаласаваць за гэтую конституцию. Там, скажем, вы, ці Франак Вячорка, ці вы разом с Франаком приходите: добрый день, Лидия Михайловна Ярмошина, мы принесли свой проект, калі ласка, включите его таксама у бюллетень для голосования на референдум. И она кажа: ну конечно, Алена и Франак, ну як я могу, конечно, уключу. Так это будет? Смотрите, понятно, что многие, наверное, пытаются нас уличить в каком-то романтизме, романтичности, наверное, наивности. Мы в стране, мы понимаем, что происходит, как это работает. Мы предоставим в ЦИК вот этот проект народной конституции, и если нам откажут, а такая вероятность высока, мы это понимаем, в вынесении на референдум, да, нашего проекта, то мы начнем формировать инициативную группу
и собирать подписи для проведения республиканского референдума по народной конституции по инициативе граждан. Понятное дело, что в регистрации инициативной группы нам тоже могут отказать. И да, наверное, вероятность высока крайне. На этот момент у меня есть, так ответвлюсь от алгоритма, да, философия бойкота мне лично не про меня, да, не для меня. Мне кажется, самую большую ошибку, которую мы можем совершить, не углубляться в процесс, обходить мимо повестку Лукашенко и дать возможность нелегитимной власти, режиму Лукашенко провернуть свой план совершенно свободно, да, создать сомнительный выбор или отсутствие выбора. Поэтому, да, я считаю, что нужно вклиниваться в эту повестку, отвоевывать свою позицию, показывать, кто здесь власть, что только народ может принимать все решения. Поэтому не реагировать — это, мне кажется, самая слабая позиция и самая выгодная для нелегитимной власти. Возвращаюсь к моменту нерегистрации инициативной группы. Такое тоже может происходить, да, нас не примут. И здесь есть план, на котором, вот сама не люблю такие формулировки, у нас есть план, о котором мы не говорим. По причине не сбивать фокус, не отбивать охоту, не концентрироваться на проигрыше, не пропагандировать желание неиспользования возможности. Даже не хочу сейчас проговаривать вот эту остаточную часть, да, когда нам там откажут, что мы будем делать. В конце концов, мы с вами проходили уже путь, да, когда нам там отказывали, там и сфальсифицировали, и все сделали. Можно ли говорить о том, что это все было сделано зря, что мы зря с вами пошли на президентские выборы, что мы зря с вами посчитали отчет фальсификации, что мы зря вовлекли весь мир в нашу проблему? Нет, не зря. Лукашенко находится у власти? Да, находится, но мы движемся к этой победе. Поэтому не использовать возможность и дать возможность Лукашенко провернуть тот план, который он задумал, это наша задача. И более того, Конституция это тот свод правил, по которому мы будем жить, неважно, при Лукашенко, либо не при Лукашенко. Придет его наследник, либо некий коллективный Лукашенко. По вот этому своду правил, по Конституции, мы будем жить, сотрудничать, взаимодействовать с государством. И оперировать тем, что Лукашенко нас не пропустит, а когда он уйдет, тогда будем разбираться. Вот это мне тоже кажется некорректным, потому что это то, на основе чего Лукашенко проложит путь вот этого диктаторского режима в будущее и после себя. Поэтому увлекаться нужно уже сейчас. И не думать о том, что я, либо кто-то слишком наивен и не понимает, что будут препятствия. Не наивны, понимаем, знаем, противодействуем, боремся и думаем о том, как приблизить момент ухода от Лукашенко и как обеспечить ситуацию, при которой не повторится кейс узурпации власти, кейс Лукашенко. Пытанне не по нашай тэме, але я просто хочу адказаць. Пытаются люди, ці будзе сёння стрым з Чалым праграмы «Чалы на канікулах». Вось мы со спадарыней Аленой вам подказываем и раем. Чалы на каникулах будзе о 16 гадзіне по Минску. Так что не сыходьте пасля нашей размовы, чакайте, будзе таксама ж цікава, як і зараз у нас. Дарэчы, шмат хто піша, что у свабоднай Беларусі пасада прэзідэнта не патрэбная увогуле. Але да іншага, вось таксама ёсць пытанне. Ці будзе задзейнічана платформа «Голос» при голосовании на референдуме? При голосовании нет, пока нет такого плана, но при вовлечении в кампанию, в обсуждение – да. Это уже простроенный план. Думаю, на следующей неделе «Голос» запланировано включиться в то, чтобы вовлечь белорусов, вот это активное население, да, мы знаем аудиторию «Голоса», неравнодушных белорусов, в процесс обсуждения и отправки обращений в Конституционную комиссию. Поэтому да, «Голос», как и большинство игроков, да, на нашем демократическом сообществе, демократические силы, вовлечен. Голосование нет, не запланировано там. Оно будет проходить на платформе
Честный выбор в чат-ботах, запущенный исключительно под народную конституцию. Да рэчы, вось цікавае пытанне. Сапраўды у праектах канстытуцыі як афіцыйнай, так і неафіцыйнай ёсць досыць спрэчныя такія тэзісы, якія выклікаюць незадаволенасць у пэўных частках грамадства. Ну, скажем, моўнае пытанне, там ці яшчэ там іншыя пытанні. І адпаведна людзі пытаюцца. Вось Вожык Патрыёт піша: чаму не прапаноўваецца просто малы проект Конституции, які б не закранаў спрэчныя моманты? Действительно, таких много вопросов. Я слышу много «малая конституция». Если говорить там про мое персональное мнение, возможно, малая конституция это и был бы удобный, не знаю, сколько то слово, да, удобный вариант сейчас к рассмотрению. Мы инициировали эту кампанию вокруг проекта Общественно-конституционной комиссии, или, как вы говорите, группы «Лебедька», как раз потому, что этот проект уже был предложен белорусам, он уже во втором прочтении, он на хорошем уровне проработки, он готов к дискуссии, готов к обсуждению, как наиболее продвинутая версия проекта Конституции. Не хочу вообще задевать ничьих чувств, я понимаю, что разные группы экспертов работают, да, по этой теме, но, наверное, это номер один продукт по степени проработки, готовности и вовлечению международных экспертов, по периоду времени, который был заложен на разработку и к обсуждению, да, то есть это не вчера разработанный продукт. Поэтому мы сконцентрировались вокруг этого проекта, предлагаем его к обсуждению белорусами. Вось бачыце, шмат людзей не згодныя з тым, што ўвогуле нам зараз патрэбныя праекты новай канстытуцыі і настойліва прапануюць вяртацца да канстытуцыі 1994 года. Але, спадарыня Алена, мы неаднаразова і зараз апошнім часам пастаянна атрымліваем пацверджанне, што людзі, якія задзейнічаныя ў той ці іншай ініцыятыве. Дзесьці нават не тое, што там у нейкіх тэлеграм-каналах, я ўжо нават не кажу пра выхады на вуліцу, а ў тэлеграм-каналах пакінулі каментары, а глядзіш, вот нават дзесьці там прагаласавалі, яны становяцца мішэнямі для беларускіх спецслужб. Так вось, калі будзе нейкая удзел людзей у кампании «Народная конституция», наколькі бяспечна гэта для их? Смотрите, когда мы предлагаем обращаться в Конституционную комиссию, и если люди это делают от своего имени, мы точно понимаем, что это определенный барьер и риски люди видят с этим, да, вообще в любом взаимодействии с нелегитимной властью есть риски, такова реальность, это правда. Что мы можем гарантировать со своей стороны, да, это безопасность функционала технически, да, как мы работаем, чат-ботов и платформы сайта, где мы собираем данные, что они у нас не хранятся, что это происходит абсолютно анонимно и в будущих этапах, на этапе голосования. Здесь абсолютно точно, наверняка гарантии безопасности, да, что нет утечки никакой информации, что она никуда не передается, что это происходит для нас, для разработчиков анонимно. И, наверное, я там недостаточно компетентно говорю на техническом языке. Тут стоит пройти на ресурсы, на сайт, да, народная.ком и почитать нюансы важные, да, про безопасность платформы. Что касается взаимодействия, это один аспект, да, безопасности, который мы можем гарантировать. Что касается то, о чем вы говорите, да, быть на виду, например, на этапе там, и регистрации инициативной группы, да, кто там, те смельчаки, которые придут или там соберут подписи. Да, вот здесь есть риск. То, что происходит сейчас в Беларуси, что такое слово вытворяет, наверное, да, нелегитимная власть, здесь действительно есть риски. Я точно знаю, что есть те белорусы, не согласные с режимом, которые готовы так действовать и принимать эти риски. Это решение каждого, да, ставить там свою подпись на этапе регистрации инициативной группы, либо не ставить. Таких людей сильно меньше, чем тех, которые обсуждают, голосуют, направляют обращения. И это нормально, такова наша реальность сейчас.
Пытанне вось асабіста да вас адресуецца. Колькі дзяржаўных моў прапаноўвае асабіста спадарыня Алена? Я 2 пропановываю, хотя буквально позавчера была дискуссия, в которой я слушала вариант 3 языков, и даже не могу сказать, что я как-то однозначно для себя решила, что это дурная идея. А 3-й язык был английский. А так, чтобы уходить от вообще какого-либо возможности влияния русского мира, вот мой коллега, сокомандник говорил о 3-м языке. Сама я говорю о 2 языках. Каб адыходзіць ад рускага мира, тады 3 дзяржаўныя мовы: беларуская, ангельская и китайская. И русская там, конечно, потому что, ну не знаю, к сожалению или, наверное, не к сожалению, да, большая часть населения говорит на русском языке. Вот. Поэтому тут скорее про введение плюс еще языка. Вот такое замещение производить. Вот. Вас зараз вось некаторыя абвінавачваюць у тым, што я просто цытую, не прачытаю нік. Усе гэтыя абмеркаванні і развагі ёсць добра спланаваны манёвр адвесці, адцягнуць увагу людзей ад рашэння першай і галоўнай задачы — сыход Лукашэнкі. Ну вот ці згодныя вы з тым, што вы зараз такім чынам адыходзіце ад рашэння галоўнай задачы, уводзіце людзей у тым ліку ў бок? Абсолютно не согласна, но при этом понимаю, почему у некоторых людей рождается такая мысль в момент отчаяния, либо разочарования, либо еще какой-то момент. Почему это не уход в сторону от проблемы? Потому что наша задача прийти в новую Беларусь, к новой Беларуси. И чтобы у власти не было Лукашенко, и не было ставленника Лукашенко, и не было то, о чем я говорила, коллективного Лукашенко, нам нужно обезопаситься. Мы понимаем, что сценарии могут быть разные после Лукашенко, что он оставит после себя, да? И сейчас как раз-таки идет проработка этих сценариев. То есть нам не нужна подмена фамилии, а суть останется так же. Именно об этом мы сейчас и говорим. Власть оттягивает как раз-таки внимание с проблемы, маскируясь тем, что мы предлагаем свой проект, в смысле режим Лукашенко, предлагаем свой проект Конституции, фактически, который никто не видел, да, чтобы обеспечить нужные сценарии Лукашенко. Вот, поэтому нет, это не уход в сторону, это, наверное, то вовлечение, или можно, ну, хотите, даже обязательства белорусов, которые можно сейчас исполнить, которые можно сейчас осуществить. Вы сами проговорили о рисках, которые люди не выходят на улицы и не идут на марши по понятным причинам, что происходит сейчас внутри страны. Заниматься тем, чтобы вникать в правила игры между государством и народом для страны, это то, что может и должен делать каждый. Фокусируемся мы на Конституции сейчас, и отвлекает ли это нас от ключевой задачи, там, какое слово не экстремистское подобрать, свержение Лукашенко, уход Лукашенко, да? Нет. Нас, с другой стороны, если меня не обвиняют в том, что мы реагируем на повестку Лукашенко. То есть Лукашенко вбросил референдум и свою конституцию, и мы пытаемся вбить клин, да, в его план. То есть мы как раз-таки и делаем это для того, чтобы Лукашенко не обеспечил свою власть на века, на года, в любом амплуа, в любой фамилии. И это первое. Второе, это не исключает всего того, что мы делаем в кампании давления на режим. Все, что касается экономического давления, правового аспекта работы, внешней политики, это все остается. Мы же не говорим сейчас о том, что мы занимаемся только подготовкой проекта Конституции. Если говорить про команду Народного антикризисного управления или там честных людей, продолжаются те проекты и та работа, которая велась. Пришла еще одна кампания обсуждения Народной Конституции. Не вместо, а вместе. Поэтому нет, скорее мы усиливаем артиллерию и свое давление, и набор инструментов и механик вовлечения белорусов в противостояние режиму Лукашенко.
Вот так вот гэта адказ Івану Пятрову, які сцвярджае, дагадвае, дарэчы, сам Латушка раней казаў, што пытанне Канстытуцыі гэта увод увагі ад 3 асноўных пунктаў. Вот вам адказалі, это узмацненне, і далей вот по тэксце. Спадарня Алена, хотел бы яшчэ один такі момант закрануць. Скажите, а ўсё ж такі спявачка Анжеліка Агурбаш, якое мае дачыненне да гэтай кампаніі, тому что вот вельмі так крыху здзівіла, ну, фактычна адначасовае з'яўленне яе заявы пра вот неабходнасць стварэння ініцыятыўнай групы, рэферэндум там і далей по тэксце, і з'яўленне кампаніі «Народны рэферэндум». Гэта неяк звязана ці не? Сейчас уже могу сказать, что связано. Да, мы даже провели дискуссию вчера у Дмитрия Балкунца. Это объединение вокруг вот этой кампании сейчас происходит, да, и я радуюсь тому, что присоединяются неравнодушные белорусы с медийным весом, да, и там, знаменитые персоны, и Анжелика тоже присоединилась. Да, сейчас, мне кажется, мы все говорим об одной кампании, не кажется, об одной кампании, о проекте Народной Конституции и призываем к одному и тому же. То, что параллельно идут обсуждения, ну, во-первых, это не новая тема, да, скажем так, вброс, если можно так говорить. Лукашенко про референдум и Конституцию сделал давно, и вы сами говорите о дискуссиях давних, да, экспертов по Конституции на тему, какой она должна быть. То, что сейчас острый момент, потому что мы слышим сроки, заявленные Конституционной комиссией, это очевидно, да, в августе планы Конституционная комиссия должна, наверное, реализовать. Поэтому, мне кажется, все вполне логичным, что в разных структурах, в разных головах отдельных людей, в разных штабах, инициативах возникает одна и та же мысль, что нужно с этим что-то делать. Нужно реагировать и нужно объединяться. То, что я слышала от Анжелики Агурбаш, мне кажется, красной нитью, вчера на дискуссии проходит объединение. Да? Там как будто бы Анжелика не говорит даже о каком-то конкретном проекте Конституции сейчас. Но мне нравится эта философия, что важно объединиться и не концентрироваться сейчас на том, чей проект, чья инициатива, а вовлечься в этот процесс всем. Ну, с одного боку, да, я з вами згодны, што зараз такое аб'яднанне яно неабходнае, яно, в прынцыпе, заўсёды было неабходнае, але з іншага боку, вот аб'ядноўвацца з чалавекам, які кажа просто, што калі ў мяне будзе магчымасць, я звярнуся да Владзіміра Пуціна, каб ён выратаваў беларусаў. Ну, как-то вот беларусы уже нагледзеліся, як Владимир Путин дапамагаў і ратаваў крымчан альбо жыхароў усхода Украины. И вот ці не наносіць іміджавыя нейкія страты такое объединение самой компании? Смотрите, если мыслить тем, что белорусы слышат тезис о том, что Анжелика обратится к Путину, и это влияет на ход кампании и на принятие нами, белорусами, решения о том, какой проект народа Конституции должен быть вынесен на референдум, то это реально несет имиджевые ущербы. Да? Но мне хочется верить, что мы, белорусы, понимаем смысл происходящего. Мы сами вникаем в предмет обсуждения и предлагаем свое видение, отдаем свой голос, влияем на события. Так, чтобы не получилось, что от отдельного человека, обратившегося к Путину, или от Путина зависела судьба белорусов, зависело то, какой проект Конституции будет предложен в Новой Беларуси или сейчас. Это как раз-таки и есть то, о чем я так много говорила. Да? Мы не сводим это к популистским тезисам, и кто за нас решит, Путин либо нет, и там имиджево как-то сказано у нас. Мы говорим о том, что белорусы, самое время разобраться самим, а не ждать, что кто-то решит, принесет и положит на стол этот проект Конституции, или договориться, чтобы нас спас Путин. Чтобы такого не происходило, и нужно сейчас принимать решения, и нужно сейчас вовлекаться в это. Не ждать, когда это произойдет, и мы будем бороться с последствиями, или что кто-то решит. Вот, поэтому тезис о том, что, как вы сказали, Анжелика обратится к Путину, и он все за нас решит,
Он лежит в параллельном, я, честно говоря, не слышала такого заявления, надеюсь, что это не манипуляция, да? Он лежит Вы можете послухаць маю размову з ёй у прямым эфіры, і там Мгм. яна конкретно это сказала. Вот он для меня лежит в параллельной плоскости с тем, что мы сейчас обсуждаем проект Конституции и хотим сформировать вот эту народную Конституцию. Когда мы сформируем этот проект, и будет ли Анжелика, либо кто угодно показывать его Путину, Меркель, либо кому-то еще, окей. Но это то, что мы с вами приняли, то, на чем согласился белорусский народ. Наверное, вот так. Ну что ж, у любым выпадку мяне радуе, што у грамадстве па такіх сур'ёзных палітычных, канстытуцыйных, глобальных пытаннях распачынаецца дыскусія на розных узроўнях. Хай абсалютна розныя пазіцыі. Вот Дан піша: няўжо вы думаеце, што нехта будзе разглядаць гэтую канстытуцыю? Я адправіла пісьмо ў канстытуцыйную камісію, але не веру у вынік. У адказ, ну не в адказ, а ў працяг Дмітрый, так, зараз знайду, хороший быў каментар, Дмітрый Сасніцкі написал: Тихановская обяцала референдум об вяртанні Конституции 94 года. Не трэба придумлять нічога нового, калі не вернуть на референдуме Конституцию 94, значится вы легитимизуете усе 27 годов режима. Ну вось, в принципе, дыскусія гэта добра, вельмі шмат каментаў, люди дыскутуюць і з вами, і паміж сабой. Зможете потым почитать, захочете нешта, адкажете. На заканчэнне да вас такое пытанне: колькі часу, ёсць нейкі такі тэрмін, колькі будзе працягвацца гэтая кампанія, колькі будзе працягвацца гэта абмеркаванне і вызначэнне, і хто будзе прымаць канчатковае рашэнне? Да, есть термин, это 27 августа, это период, до которого будет происходить обсуждение, и сформулирован будет вот проект, проект Народной Конституции. Кто будет принимать решение? В понедельник произойдет официальная пресс-конференция, где мы расскажем и о том, по какому алгоритму будут обрабатываться комментарии, да, внесение корректировок и финальное решение. То есть все должно быть абсолютно прозрачно, это понятно, потому что мы сейчас говорим об обсуждении, и не менее важный вопрос принятия решения. Пообсуждали хорошо, дальше кто забрал в рассмотрение и принял решение. Вот это сейчас не будем вдаваться в подробности, инфографично, максимально четко мы расскажем белорусам, каков будет процесс обработки этих комментариев и принятия в рассмотрение и принятия решений. До 27 августа будет длиться кампания. Зразумела. Сяржук ці тут піша: вось цікава, ці можна прадэманстраваць нязгоду з гэтай ініцыятывай офіса Светланы Тихановскай. Ну, можете прадэманстраваць, хоць гэтая ініцыятыва не, я так разумею, офіса выключна Светланы Тихановскай, а ўвогуле шырокай такой коаліцыі. Ну што ж, будем чакаць, чым скончыцца і абмеркаванне, і я думаю, што будзе нагода нам потым абмеркаваць той нібыта канчатковы варыянт, які па выніку пасля 27 жніўня прадставяць нам. Яшчэ паспрачаемся па новай канстытуцыі. Дзякуй вялікі. Алена Жываглот, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.